Сегодня подведены итоги 15-го международного чебоксарского кинофестиваля. По красной дорожке перед Чувашской государственной филармонией прошли звезды кино, режиссеры и члены жюри на торжественную церемонию закрытия. А накануне здесь произошло событие, которое уже назвали кульминацией фестиваля этого года – творческий вечер композитора Эдуарда Артемьева. Как вернуть зрителей в кинозалы – проблема, которую поднимает каждый кинофестиваль. Кому, как не автору музыки к 200 фильмам, в том числе к голливудским, французским и немецким картинам, иметь на это свое философское мнение. Спады и падения всегда цикличные развитие музыки, киноискусства. Сейчас вот время, когда пошел спад, потом будет подъем. Вот все это. По-другому не может быть просто. Вспомнить все. Ни одного кадра из фильма, но кино незримо царило в этот вечер в зале. Все билеты проданы накануне. Таких бы зрителей современным кинотеатром. Эдуард Артемьев в кино пришел пробоваться на роль топера. За спиной юноши образование классического композитора. Получил не только роль, но и долгую успешную карьеру, работу с мэтрами Андреем Тарковским, Никитой Михалковым, Андреем Кончаловским. «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Сибирский цирюльник», «Несколько дней из жизни Обломова», «Сибириада», «Родня», а еще мюзикл «Преступление и наказание». Всего за краткое время сюжета не перечислить и за один концерт не переслушать. Его музыку любит, ею дышит, она чистый кислород. Сам Эдуард Николаевич скромен, но накануне своего 85-летнего юбилея бодр. И на вопросы чебоксарцев и гостей кинофестиваля отвечал охотно, рассказывал много историй и шутил. Он спит 4 часа последние 30 лет, отдает дань уважения рок-музыке и не писал ничего год после того, как услышал рок-оперу Уэбера «Иисус Христос. Суперзвезда». Когда вы успеваете отдыхать, хотел бы знать? Ну, я как даже этого не понимаю, что это такое. Давно уже. То есть я отдыхаю смены, так сказать, смены, чем я занимаюсь. Ну, там, допустим, пишу одну картину, потом, может, еще мюзикл, там, затеваю еще что-то. Ну, то есть смена – это и есть переключение внимания, и этим отдыхаешь. Да. То, что я вообще, конечно, неправильно такое в этом отношении. Я не люблю гулять, у меня самое любимое место – мой кабинет. Вот, и я там, в общем, живу. Чебоксарцам, значит, повезло. Зал несколько раз вставал, приветствуя композитора и его музыку в исполнении Чувашской государственной академической симфонической капеллы под руководством народного артиста России Марисы Иклашкина. А еще Артемьев умеет нарушить данное обещание, но при этом сорвать овации зала. Эдуард Николаевич 4 года назад объявил, что больше не будет писать музыку для кино. Но в конце ноября на экраны России выйдет фильм «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева, над саундтреком к которому уже завершает работу композитора. Ранее дуэт выпустил в прокат «Легенду номер 17». Значит, история великой музыки большого кино продолжается. Анна Филиппова, Андрей Шоклев. Вести Чувашия.